от себя лично, от педколлектива, от обучающихся школы, от жителей микрорайона. Хотелось бы услышать, когда все-таки у нас будет реальный срок того, когда мы зайдем в спортивный зал. Хорошо. Мы вот сейчас в Алдане эту проблему решили, построив новый зал. Значит, следующим будет ТАМОД в этой части, и эту тематику мы в протокол включим и решение найдем. Следующий вопрос. В декабре 2023 года произведено списание рентгенаппарата. Просим вас ускорить получение нового для ускоренного проведения рентгенографии и маммографии. Будьте добры, обратитесь. Хорошо. По поводу МРТ мы с Оксаной Михайловной уже разговаривали, но посмотрим, потому что действительно потребность есть. Вопросы здравоохранения. У нас еще ряд вопросов, Максим. Детский сад нам обещали построить 24-25 год. Сейчас пришло письмо, что строительство назначено только на 27 год. Вот у нас обращение лично к вам, от меня, от родителей, от сотрудников, о том, что нам нужен новый детский сад. И мы просим, чтобы вы начали строительство в 2024 году. Нужно строить новое здание. Все, знаем мы про этот объект. Скажу вам сразу, чтобы ясность нести. Значит, мы на 27 год там средства поставлены, но формат будет следующий. Будет застройщик сейчас строить этот объект, начнет строить в этом году. И далее республика будет его выкупать. То есть на средства, которые у нас на 26 или 27 год поставлены, его, по-моему, на 26 планируем перенести, будет выкуп. То есть строительство в этом году должно начаться. Мы сейчас единственное согласовываем там тех задания по количеству мест. У нас проблема какая? Вот, учится группа студентов, допустим, лечебное дело, да, физическое. Из них всего лишь 2, как минимум, может быть, человек, может быть, 3 будут являться сотрудниками скорой помощи. Андрей Константинович, вопрос, конечно, очень правильный, но есть понятие как целевой набор. Вот целевой набор, как раз, целевой набор это то, что просит центральная районная больница. Не то, что срок. Вот вы говорите, будет постройка там пансионата. Нет, я не говорю, что будет постройка. Я просто предлагаю в качестве пансионата. Нет, я вот сейчас могу объяснить. Значит, когда идет плановая госпитализация, соответственно, доктор, который вас ведет, либо в Томутской больнице, либо в Алданской больнице, есть у нас медицинская информационная система. У нас на сегодняшний день все в здравоохранении в цифре, и, соответственно, идет заявка на день госпитализации. Мы же приезжаем несколько дней, все Но равно вы спрашиваете про госпитализацию, это слышу хорошо. Да, вот мы же где-то находимся там 5-7 дней, да, сдаем дополнительные анализы. Ну вот то, что касается Почему госпитализации, сразу да, вот то, что больнице касается стационар? госпитализации, соответственно, это должны, конечно, с коллегами, я думаю, что отработать. Другое дело, когда амбулаторный этап, вас предупреждают, что вы едете туда на амбулаторную диагностику. На этих реках, в частности и на Алтане, размещены огромное количество недропользователей. Спасибо за вопрос, за то, что вы радеете за охрану окружающей среды. Действительно, вот в прошлом году мы фиксировали увеличение количества загрязнений водных объектов по всему Алданскому району. Зафиксировано всего 17 случаев загрязнения именно от золотодобычи. А в 2022 году мы фиксировали 9 случаев загрязнения водных объектов. Это может быть связано с тем, что по стране действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий. Данный мораторий действует с 2022 года, и контрольно-надзорные органы сейчас они ограничены в своих в правах, можно сказать, да? С чем связано введение данного моратория, вы тоже прекрасно знаете. Это связано с непростой ситуацией в стране. Это и беспрецедентное санкционное давление на экономику нашей страны, это и проведение специальной военной операции. Да? Стране нужно золото, казну нужно пополнять, а наши промышленные предприятия и весь малый бизнес и средний бизнес, они пополняют нашу казну. Да? Но вместе с тем действия природоохранных норм и законов никто не отменял, они продолжают действовать.
И в условиях, таких ограниченных условиях, нам в прошлом году удалось согласовать 3 проверки внеплановые с органами прокуратуры, да, и по итогам которых нашим министерством 3 золотопромышленные организации предприятия были привлечены к административной ответственности. Федеральными органами было привлечено тоже 2 предприятия, ну и всего 4 предприятия мы привлекли к ответственности, да. Один из них даже вот 2 раза привлекали. Кроме этого, нами готовится законодательная инициатива о внесении изменений в закон о недрах в части отзыва лицензий у промышленных предприятий при систематическом нарушении со стороны недропользователя законодательства по охране окружающей среды. Да как не переживай? Ну это же бардак. Я не знаю, я понимаю, нужно золото. Нужно стране золото. Ну вы же... Нет, я не могу. Я не могу. Аркадий, можно? Да. Передать? Здравствуйте, уважаемое правительство. Вот хотел бы тоже от лица рыбака, охотника, который проживает с самого детства здесь, да. Если вспомнить реку Алдан раньше, то есть в далеком детстве, можно было посмотреть легко в реку и увидеть чистое дно. Дети спокойно купались, отдыхали. Сейчас, если мы возьмем, было 4 выброса. То есть старатели спокойненько скидывают щелочь. Вода настолько зеленая, непонятного, больше так, даже оттенок фиолетового немного даже появляется. То есть на лодке даже металл уже гнить начинает. 183 миллиона надо на это дело. А мы можем с бюджета с нашего только 2 миллиона заложить. Вот еще вопрос. Почему нет программы по данному вопросу? Так как городу необходимо провести работу по дренажной системе, убрать воду с почвы, у жителей стоит вода в подпольях, негде хранить овощи, а также разрушается жилищный фонд, как частный, так и муниципальный. Мы сделали проект о дренажной системе. У нас была дренажная система в городе Томов. Сейчас ее отсутствует. Мы просим вас. Вот, прошу вашего содействия в плане софинансирования нашего проекта. Я хочу поблагодарить, конечно, за объемный информативный отчет. И, все-таки мы думаем о будущем и настоящем. И этот год, 24-й год, Российской Федерации объявлен годом семьи. Основная задача – это поддержка многодетных и многопоколенных семей. Будут ли эти меры социальной поддержки распространяться только для малоимущих семей? Потому что в основном все меры социальной поддержки, которые работали, да, у нас по республике, они были только для малоимущих многодетных семей. Я считаю, что все многодетные семьи, даже те, которые не являются малоимущими, они нуждаются в мерах поддержки. В основном все, что касается поддержки молодых семей, это бюджет республики, это бюджет региональный наш. Значит, первое. Второе, по порядку, значит, приоритетности идут сначала, естественно, малоимущие семьи, поддержка малоимущих семей, там практически автоматические выплаты уже происходят. На втором месте у нас семьи 5 и более детей, да, там предоставление тоже и финансовой поддержки, там, земельные участки и так далее. И дальше идут уже семьи, где многодетные. Многодетные там поддержка, на самом деле, она, по градации, она на сегодняшний момент не такая существенная, как 5 и более, но это по понятным причинам. Но этот механизм мы тоже развиваем, и предоставлением участков, и других мер поддержки. Но это республика.